Мы с вами сейчас посмотрим несколько параметров, возможно, решение данного вопроса. Поэтому мне надо вашу точку зрения. Вот расскажи, как это все было? Вот то, что вы здесь написали, это все то, что здесь правильно написано? Да. Вот расскажи коротко, какого числа это случилось? И откуда вы знаете, помимо вас, там еще десятки машин там закрыто? Это вот 10-го, да? 10 числа было. Да, Мы ежедневно ходим туда. Пятница, да. Просто в машине. Ну, Ну, там встречаем таджиков, они тоже. на машине никого не было. Мы на улице были вообще-то. Приехал, там сказали документ. Документ не показали, и все, поехали на отделение. Но больше не разговаривали со мной. Кого вы так съездили? Я Вас привезли в отделение? Да. А мы сказали, не так съездили, ну, где докажи, там никого не было. Ни с кем не разговаривали. И сдали другому там наш паспорт, и все, документа. И через 3-4 часа вот так забрали машину. А вас как забрали машину? Паспорт и ключи машины, и все. А вас как забрали? То же самое, То же самое, да. стояли, вот сотрудники и проверяют документы и... А адрес помните, где вас проверяли? Да, влюблено, перерыв 74. И стояли там вот, группа, какой автомобиль? У меня Volkswagen. Вот. Документы взяли и сразу с машины тоже просили. Сказали, отделение будем проверять ВИН-коды там и все, отпустят вас. Всего там полчаса, там 20 минут, по-быстрому отпустят. И мы ехали за ним на своей машине. Машину оставили на улице ОВД Люблино, а нас вовнутрь вот, как бы вошли вместе. И документы отправили на проверку. На ФМИС сказали, на ФМИС отправили паспорта. Вот мы ждали там в отделении, на территории отделения. Да, вот. На улице сидели, просто ждали. Они передали уголовному розыску вот, наши документы. Потом нас, ну, там долго ждали, где-то около 10 часов наши документы забрали на проверке. Потом мы сидели, вернулись где-то около 4 часов вечера. Вернулись и сразу начали отгонять машины с улицы вовнутрь отделения, на территорию отделения. И закрыли, там ключи от нас забрали, вместе с СТС машины, ну, техпаспорт. А паспорта вернули, сказали свободны. Когда будет проверка, будет там проходить, посмотреть и заберете машину. А в чем вас обвиняют? Ни в чем. Вообще, ну, там непонятно. Никаких документов, ничего нам не предоставили. Как они узнали, допустим, вот именно вас, вот там рядом стоял азербайджанец, армянец, такси, грузини. Почему именно вас, таджиков, брали? Только таджики, да. Вот только таджиков. Почему таджиков брали? Ну, Вот смотрите, я вам раскрываю историю, мне добавить это, хорошо? Вот долгое время таджики, которые приезжали на своих автомобилях на рынок Люблино, там неких называемых северокавказских дагестанцев брали деньги там. Какая там сумма ежедневно платили таксисты? Вот месяцев 2-3 назад были такие? Они были сделать. Они сделали подобное что-то? Они ничего не делали, просто ключи забрали. Вот мы завтрашний день потом подошли к машине, да, вот посмотрели, территория ОВД находится. Вот подходим, посмотрим, там уже заклеено. Это не при нас. У нас просто ключи забрали. Мы сами загнали туда, где они показали, мы по местам поставили машину. И ключи, техпаспорт они у себя оставили. Мы ушли. Вот завтрашний день приходим, посмотрим. Не завтрашний, даже мы в понедельник были там. Потому что в выходные мы не подошли. Это был пятница, когда нас задержали. Вот подходим к машине, уже все заклеены там, как, ну, пломбированы, как будто, когда вот, я говорю, так. А при нас этого не сделали. Пока мы не знаем, оттуда что-то забрали или туда положили, мы ничего не знаем. Вот такой ситуация сейчас у нас. Мы за это тоже переживаем. Поэтому после этого, когда вам дадут машину, обязательно надо их проверить.
У вас как задержали эскалатор? У нас тоже так. Почти Надо так. С ним, да, с этими ребятами тоже было. Вот давайте вот расскажу. Вы будете что-то говорить? Да. Встаю 10 числа. Так. По улице Перерова, дом 74. Ну, проезжий час там можно стоять. И вдруг подъедут сотрудники полиции. Говорит, что предъявите документы все. И мы отдали. Так. И проверили там. Сказали, что еще за ним преследуют. При никаких основаниях. И ничего не нам не объяснили даже. Вот и мы переживали. И ехали за ними. Так. Сначала возле отделения подвезли машину, все подгонаем, заехали на стоянку. То есть, так. После этого нас на территорию отделения сказали заходить. Мы заходили. И стоим. Где-то часов 10 прошло. Нам никто не ответит ничего. Мы зайдем внутри, с нами никто не разговаривает. Так. И где-то ближе вечера сказали, что нам подойти к начальнику уголовного розыска Павлу Владимировичу. Так. Мы зашли. Он тоже долго занят. Где-то после 11, наверное, было. Ночь, может быть? Да. 23:00. Да. И он освободился. Так мы зайдем к ним. Ходим и хотим спросить, за что нашу машину задерживали. Арестовали. Да. Говорит, какие-то экспертизы. В ГАИ проходит это. Он говорит, каждая машина отдельности будет. Это когда проходит, вот тогда будет машина свободна. Вот так и случилось. Вы до сих пор свою машину не забрали? Нет. Остается там? Да. Вы в суд не обращались? Нет. Заявление в полицию не обращались? Нет. Встречались только с начальником уголовного розыска? Да. Фамилия сотрудника, который полиция на момент задержала, то есть останавливали, не задержали, а останавливали вашу машину потом, соответственно, сопровождали вас в отделе полиции, вы не знаете? Не знаю. Да. Никаких протоколов, еще раз повторяю, актов не было в составе. Нет. Вы хотите сегодня, значит, пришли для того, чтобы в первую очередь помочь возвращать вашу машину. После этого, соответственно, провести совместные, проверить полностью техническую часть в первую очередь. И, соответственно, другие через структуры силовых России также. Значит, нам что остается делать? Вот я вас выслушал, я сделал, ваши доверенности сделал. Я ксерокопию документов вам отдам. Вы сейчас уезжаете к себе. Ждете моего звонка. Я сегодня, не позднее сегодня, встречаюсь, если в любой момент, когда необходимо вас вызвать начальник полиции, встречаюсь. После, когда я встречаюсь с начальником полиции Люблинского района, я обязательно выйду с вами встречаюсь. Дальнейшие какие шаги у нас будут. Адвокат сидел, там камера наблюдения, все правильно. Посмотрел, куда вы выезжаете, кто вас угрожает, какие-то смс к вам не так проходят. Постоянно будем находиться в тесном контакте. Не один только Петербург, а всем надо довести до них. Дальше вот так, и ты каждый раз говоришь, вот пришел Шарипов, скажет начальник полиции, вот 5 человек, остальные, говорит, почему остальные не возмущаются? Вот, он правильно говорит. А вы до них говорите, они тоже возмущаются. Просто пока судьбу надо их решать, возвращать, или там у вас не только 5, а там десятки машин, или 15 машин в закрытом вопросе. И тех надо. Если мы этот вопрос решим, эту проблему мы решим. Дальше никакого конфликта не будет. Никаких там мародеров не придут к вам, с вас требовать деньги не будет. Я вам сразу говорю. Потому что до этого момента не было подобного механизма, чтобы кто обращался.
Мы выдавали, я знаю, все выдавали деньги. По 2000 рублей в день, по 1500 рублей. Да и желтые такси платят, правильно, по 1400, по 1700 платят, я знаю, желтые такси. Там очень много наших в районе Белая Дача, Ашан. Поэтому я попрошу вас, вот наша встреча сейчас она происходит так. Мы сегодня встречаемся, я с вами не прощаюсь, мы встретимся сегодня, я добьюсь, чтобы он сегодня нашли начальника полиции, достаточно тех бумаг, которые у вас есть, достаточно у меня есть. Последующий я поговорю с ним, и он поймет, да, не поймет, я сразу говорю, в информационном портале мы все равно будем размещать, что это уже есть, вы должны знать. И если кто-то к вам будет со стороны говорить, что на вас давление делать, куда вы пошли, кому заставить, обычно к вам придет таджик, не дагестанец. Любой человек с бригадира придет с рынка и говорит, что вы к шарипу пошли? Еще говорю, вы сами выбрали путь. Я пошел к вам навстречу. Я выбираю путь только таджика. Я выбираю путь того таджика, который сегодня для меня, как называют, ход маломайский, что-то хорошего сделал для своего народа. Я на вашей стороне. Я еще говорю, были события в Садоводе, были события в Белой Даче, были события в Кунцеве, везде, Одинцово, Барихе. Будьте людьми, в конце концов, будьте человеком. Хорошо? Никто вас не имеет права обидеть. Если кто-то обидит, я готов этот вопрос решать. Решать и меня мирным путем. Не будет никаких у вас там хозяева. Вот смотрите, до чего привело сегодня. Если у вас будет хозяин, как вот сейчас мы говорим, так у нас хозяин по отношению к 6 тысяч граждан Таджикистана влюблено, это почти здесь половина арабакаши. Другие люди, нам не стыдно, что ли? Да пускай ходит Самади, пускай придут сюда, правильно? И ходит Шахназар, ходит Давлат, пускай придут сюда. Но они не к нам ходят. Какие пожелания у вас есть? Все. Все.